Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. Сегодня у нас по традиции распаковка. Обзор колоды Таро, Пастораль Таро. Это очень крутая колода. Я ее купила абсолютно новую. Вот она мне, значит, пришла. И я хочу, чтобы мы вместе с вами распаковали эту колоду. Она довольно необычная. У нее карты горизонтальные. Давайте откроем эту колоду. Тут вот есть небольшой надрезик как раз на пленке. И я им воспользовалась, да. Давайте открывать нашу упаковочку. Вот такую. Так, я так понимаю, нужно дернуть за вот эту петельку, да. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри у нас мешочек, значит, видимо, для колоды, да. Вот, кстати, очень многие авторы верят, что если колода Таро у тебя есть, то ты должен хранить ее в ткани. Поэтому для колод Таро все шьют мешочки, да, и, ну, покупают мешочки, что либо заворачивают в ткань и кладут в шкатулку. Вот. Это очень для многих важно. Говорят, что колода Таро в ткани, когда она хранится, ткань и защищает ее энергетически, и бывает очищает колоду после гадания, перед следующим гаданием. Ну, вот тут такой вот интересный мешочек, да, с лавандой. Красиво очень. Вообще Пастораль Таро рассказывает нам о сельской жизни, о сельской местности и о прелестях этой сельской местности, да, вот о прелестях жизни в такой местности. И, естественно, вводит нас в состояние некой ностальгии. Вот смотрите, значит, эта книга иллюстрирована, но не цветными картинками почему-то. Вот сделать автор решил так. Так, издательство US Game Systems, да. Так, колода довольно крупного размера. И карты, как я вам говорила, уже горизонтальные именно. Вот тут вот так вот все выполнено очень аккуратно и красиво. Хорошо. Давайте мы с вами вскроем пленочку, да, как обычно. Я почему-то не взяла ножницы. Сейчас я вскрою чем-нибудь. Я все время их забываю. Ну что ж такое? Вот, ну бывает, да? Бывает такое. Забываю ножницы взять. Вот мы открываем с вами пленку. Там-то дам. Еще одна пленка. У нас бывает так, что да, и внутри, и снаружи все завернуто. Вот такие вот интересные рубашечки здесь. Тут и бурундуки, значит, и бабочки, и лаванды, и божьи коровки, и розы, и улитки, и ракушки, и рыбки. Ну, все есть. Такая интересная колода. Ну и давайте рассмотрим наши с вами карты. Ну, действительно, сразу же колода вводит вот в это вот состояние некой ностальгии, потому что, посмотрите, да, места потрясающие. Где-то кукуруза, тут, значит, вот это вот тетерев уже называется вроде бы, да, или рябчик, как он называется. Пишите свои отзывы, потому что я не всех птиц знаю по названиям. Вот. Вот это как цветок мальвы, это же, да, мальва. Розы, мальва цветут вместе. Тут какие-то ромашки, маргаритки, что ли. Цветущий сад. Тут пастух. Дом с кошкой. Или с котом, да. Влюбленные на лодочке катаются. А тут уже, смотрите, гроза собирается, птицы полетели. И торопится, да, торопится вот мужик на сене доехать, видимо, до дома. Тут пума, я так понимаю, да, пума в лесу. Ой, зима. Зима. Отшельник-охотник, что ли, ходит зимой. Тут, смотрите, водяная мельница, или как она называется. Орел охотится на рыбу. Правосудие. Ага, правосудие, честность показывает. В Европе все вот так ставят просто и уходят. Пишут цену, могут весы поставить, действительно, могут не поставить. Могут так просто наложить, мол, ты берешь и все. И деньги оставляешь. Так это везде здесь заведено. Вот я живу в Германии.
Так заведено, никто не ворует, вы знаете. Поэтому справедливость, что возьми, взвешай как надо тебе, но не воруешь ты. Ты просто берешь и оплачиваешь как надо, по-честному. Повешенный. Всякие, знаете, вот истории жизни здесь показаны. То, что мы действительно вот переживаем периодически в жизни. Ну, больше те, кто жил раньше, конечно. Для детей это не так сейчас актуально. Потому что, ну, те, кто сейчас вот взрослые уже, да, там под 40, рост в деревне, это очень актуальная колода. Дети столько сейчас не переживают на природе, как мы. Вот даже если в маленьком городе рос человек, да бывает даже в большом, но ездил куда-нибудь постоянно там за город. Но больше всего это про тех, кто рос в деревне, реально. Ну, скорее в европейской деревне, да. Ну, вот видите, чем европейская деревня отличается от украинской, от российской, от белорусской? Практически ничем, кроме некоторых нюансов и природных объектов, каких-нибудь растений там. Все зависит от того, в какой полосе человек рос. Ну, экология еще сильно отличается экологией. Но в целом так-то люди как люди, да. Такие же одинаковые все люди, также примерно все у них в жизни устроено, что нужно заботиться о животных, ходить в лес, видите, носить палки, вот, и так далее. То есть также есть зима, также лето, также весна и осень. Вот. Тут разные истории показаны, даже как будто бы из разных регионов совершенно. Тут вообще как будто Шотландия вес пасут, да как вот. Из разных вот как будто уголков. Ну, вот так вот, да, вот в таких храмах, вот в церквях, вот таких церквушках празднуется свадьба. А тут или озеро, или море. Обычно у моря такой пляж похож. Под деревом сидишь, тут корова. Здорово. Не знаю, вот смотришь, очень приятно смотреть. Я вообще, вот замки из песка, да, облака форму образовывают. Я вообще вот считаю, что это вот прям набор историй. Вот можно взять карту и рассказывать, и какая история, ну вот в этой карте, да, какая в ней жизнь, какая история. Ты всегда знаешь, как будто. Ты всегда как будто там был, да, или видел в фильме, или сам там рос. Или, может быть, кто-то рассказывал тебе, или ты смотрел чьи-то истории, фотографии. Интересно это. Общался с людьми. Вот маяк. Вот кто ведь, знаете ведь про маяк? Кто-то, может быть, из вас рос на маяке. Я когда жила у моря, там есть такие маяки. И действительно, вот так все и происходит, устроено. Интересно это. Вот тут лабиринт, сад, лабиринт. В такой, как королевский сад уже, да, такое чувство. С зайчиками играет. Плачет под деревом, письмо получила. А тут на сене спит. Видите, как птички дерутся, на лодочке катаются. Курицы разбежались. А, лиса проникла в курятник, смотрите. Запуталась, что ли, в колючей проволоке или чего она? Чукнутая какая-то, наверное. Вот старость. Да, со всеми нами случается и старость, правда же? А тут чего? Перебирает землю, стреляет. В шахматы, смотрите. Дровосек. Кошек люблю на таких картах, потому что кошка — это, да, символ деревни. Ну, кошки часто живут в деревнях, рядом
Курицы, кошки, утята, коровы, козы, овцы, все это, лошади, да? Зима. Вот гуси вообще смешные. Они такие, у нас живут в городе гуси, здесь, в небольшом, ну, городе живу. И гуси ходят у озера. Такие смешные, дикие, правда, гуси. Но они с тобой разговаривают. Ты подходишь, он с тобой говорит га-га-га, вот так прям, что-то там по-своему. Ну, так не очень они дружелюбные, конечно, гуси, ты сами понимаете. Все-таки он гусь. Лебеди тоже, кстати, бывает так подшипывают на тебя. Кошка зевает. Смотрите, ну это же потрясающе. И Бяша стоит мелкая. А еще, смотрите, улей пчелиный. Тут чего? Бутылка. Бутылка, вино. Виноградники он держит. Да? Рядом белка уже своровала виноградину. Или это этот бурундук. Интересно. Ну, вот такая колода. Много чего напомнила сразу всем подряд. Кто не посмотрел, я думаю, всем напомнила чего-нибудь. Поэтому, ну, вот такая деревенская радость. Я считаю, очень красивая. Кому понравилось, пишите.